Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Мужчина посчитал условное наказание лишь формальностью и поплатился за это свободой. Так, в Намском районе мужчине, который скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, отменили условное осуждение. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 32-летний местный житель был осужден по приговору суда за кражу с причинением значительного ущерба к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с возложением обязанностей. Установлено, что осужденный не встал в соответствии с приговором суда на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, не уведомил инспекцию об изменении места своего проживания, в связи с чем с июня 2019 года филиалом инспекции были начаты первоначальные разыскные мероприятия. Впоследствии он был объявлен в розыск. Поэтому условное осуждение было отменено, и вместо этого он отправился на 2,5 года в колонию строгого режима. Как часто преступники встают на путь исправления? Статистика показывает, что немало случаев, когда однажды приступивший закон вовсе не исправляется. Так, в Кобяйском районе ранее неоднократно судимая женщина приговорена к реальному лишению свободы за кражу денег с банковского счета. По сообщению прокуратуры республики, она была признана виновной в совершении 2 эпизодов кражи с причинением значительного ущерба. Выяснилось, что пьяная подсудимая весной этого года во время застолья в квартире потерпевшего, воспользовавшись тем, что он уснул, взяла его сотовый телефон, к которому была подключена услуга «Мобильный банк», и перевела себе деньги. Она вновь повторила кражу во время очередного застолья. Женщина совершила эти преступления в период отбывания наказания по предыдущему приговору. На этот раз ей назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Как обезопасить свой дом и свое имущество, если вора мало что может остановить? Так, якутские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего телевизора. Неизвестный мужчина, отжав окна, проник в частный дом и, пользуясь отсутствием хозяина, вытащил оттуда телевизор. После обнаружения пропажи хозяйка дома сразу обратилась в полицию. По подозрению в краже был задержан 28-летний мужчина. Он дал признательные показания и пояснил, что украденное успел продать, а деньги просто пропил. Теперь медвежатнику грозит тюремный срок до 6 лет. Управление ФСБ Якутии и транспортная полиция региона 27 сентября провели следственные действия в офисе компании «Полярные авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика. В официальном сообщении говорится, что возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении руководителя коммерческой службы авиакомпании. Материалы касаются 2017 года. Авиакомпания предоставляет необходимые материалы и документы для проведения следственных мероприятий. Также отмечается, что подсудимый отстранен от занимаемой должности. По меньшей мере 2 человека погибли в парке аттракционов в Мексике. Люди выпали из кабинки американских горок, которая сошла с рельсов. Причины инцидента выясняются. Подробности у Татьяны Гамозовой. 2 человека погибли и еще 2 получили серьезные травмы в субботу в парке аттракционов в столице Мексики – Мехико. По словам очевидцев, люди выпали из кабинки американских горок, которая сошла с рельсов. Я видела, как кабина упала. Они проехали несколько кругов, и все было как обычно до, собственно, инцидента. Пострадавшие госпитализированы, парк закрыт для посетителей. Власти начали расследование. Теперь все в руках прокуратуры. Они уже предпринимают необходимые шаги для выяснения, что случилось, как это случилось, кто понесет ответственность и как события будут развиваться дальше. Администрация парка выразила глубочайшее сожаление в связи с ужасным инцидентом и заявила, что помогает расследованию. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.